Участники форума выслушали мнение экспертов агропромышленной отрасли, обсудили вопросы сельхозпроизводства, аграрной политики и снятия экспортных барьеров. Нашли понимание того, что именно необходимо сделать для увеличения экспорта товаров. Основная задача Евразийского делового союза – организовать правильные коммуникации между представителями малого и среднего бизнеса. Прежде всего страны Евразийской экономической зоны, туда входят 5 стран. Вот эти коммуникации, которые налаживаются на нашей площадке, мы очень сильно надеемся, что будут полезны для любого представителя бизнеса. С точки зрения как представления своей продукции, так и последующей потенциальной сделки на куплю-продажу. Буквально вчера, на Золотой осени, Евразийский деловой союз подписал соглашение с Торгпредством Республики Абхазия по взаимодействию. Это значит, что в скором будущем мы готовы будем начать работу с точки зрения представления этой площадки для производителей Абхазии и, соответственно, дадим эту площадку производителю Абхазии. Хорошей новостью для нашей страны станет появление абхазской торговой площадки в рамках создания торгового дома Абхазии. Этой договоренности удалось достичь в ходе длительного диалога нашего торгпредства с руководством Евразийского делового союза. Абхазских производителей здесь готовы встретить с распростертыми объятиями и дать возможность поставлять собственный товар на российский прилавок. Я думаю, что присоединение Абхазии к этим процессам в рамках Евразийского делового союза придаст серьезный импульс для развития наших различных отраслей экономики, в частности агропромышленной отрасли. Убежден, что это очень полезное и нужное дело. Могу без ложной скромности охарактеризовать эти договоренности как прорывные. Мы создаем возможности для наших производителей, даже для тех, кто производит небольшие объемы нашей продукции, присутствовать на таких ведущих площадках, как площадки Евразийского делового союза. Хотел бы отметить, что в скором времени продукция абхазских производителей будет представлена и на рынках других стран, кроме России. Не секрет, что в Евразийский деловой союз, вообще в Евразийский союз входят 5 стран. Уверен, что рынки этих стран станут для абхазских производителей дружелюбными, и нам будет полезно это сотрудничество. Эти торговые площадки, где скоро появится и абхазская, расположены в самом крупном продовольственном центре Food City. Тем, кто никогда не слышал о Food City, скажу, это территория в 124 гектара. По площади это 173 футбольных поля. Как минимум 10 тысяч покупателей каждый день, 3000 продавцов, более 5000 арендаторов. Ежедневно здесь реализуют до 8000 тонн продуктов. В Food City есть гостиницы, бизнес-центр и свой таможенный пост, чтобы иностранным поставщикам было проще растаможить свои товары непосредственно на территории центра. Саму идею создания Food City разрабатывали много лет. За основу взяли опыт крупнейших европейских столиц. И до открытия Food City Париж, Берлин и Мадрид были лучшими в своем роде. Важно было создать центр, в котором торговали бы без посредников, в цивилизованной обстановке. И оптовики не носились бы по центру Москвы в поисках своих покупателей. Крупнейший не только в Москве, но и в Европе оптово-продовольственный центр Food City похож на большой город. Но здесь все, впрочем, как на обычном рынке. Стеллажи, сотни продавцов. Вот только вешать в граммах здесь вам никто не будет. Здесь в ходу центнеры и даже тонны. Основной ассортимент Food City – мясо, рыба, бакалея, консервы, готовые изделия, молочные продукты, полуфабрикаты, фрукты, овощи и даже цветы. Всего и не перечислишь. Еще одно достоинство для этого большого центра – все продукты свежие. На то, чтобы их найти и купить у поставщиков, теперь не нужно тратить драгоценное время. Все доставят в срок и в самом лучшем качестве. Нисфарш Батимур Гугохи, Абхазское телевидение, Москва, Food City.